Так, вроде бы мы в эфире. Так, Ибра, у тебя свинка, что ли? Ну, именно, он на улице, Марго, ягод, смотри, он нет. Я не собираюсь дома. Я представил, нормально. у меня дома... Тут ревью, ты подключился к эфиру, людям представьте, я не знаю, скажите, для чего мы собрались. Потом, знаешь, как в подкастах вырезка сделаем, типа, у тебя свинка? И такие, Выложим этот подкаст через 20 дней. Ладно, это мое оправдание, почему я потолстый. Нет, ты Так, просто женился. ассаламу алейкум всем зрителям, которые нас смотрят. Сколько нас человек? 10 человек нас вот смотрят. Валикум ассалам. Ибра спрятал лицо. Это не поможет, Ибра. Мы решили просто собраться. Давно у нас не было таких. Так, еще Исрафул к нам пришел. Давно не было таких встреч в интернете. Просто в такой свободном формате просто поговорить на разные темы. У нас здесь присутствует в эфире Яхья Картоев, Ибрагим Аушев, Исрафул Султуков и Хаваш Арчаков. Исрафул тоже без камеры. Исрафул, было бы хорошо, если бы что-нибудь включил бы, хотя бы микрофон. Ну и... Салам алейкум. Микрофон. Александр, а камеры нет у тебя, Исраф? Есть, но, блин, я не хочу. У тебя что-то хуже, чем свинка. Я тоже свинкой заболел. У нас здесь люди даже из Твича есть. Да, потому потому что что Сбер не наладил трансляцию. Мы же продвинутое сообщество, нам пора уже расширять границы, выходить и завоевывать Twitch. Я не знаю, что это такое. Так, давайте тогда сразу же начнем что-нибудь обсуждать. Хаваш, у тебя были наболевшие темы. Есть с чего начнем? Самые наболевшие темы. Давай сразу сходу. Так, я сейчас должен посмотреть, что у нас за темы, которые мы вообще записывали. Так, у меня есть наболевшая тема, 2. Но они такие, знаешь, на разогрев. Давай что-то на разогрев возьмем, а потом уже вот эти вот наболевшие темы. Хорошо, на разогрев. Дошлорк. Отлично. Все мы знаем, что ты работаешь над проектом Дошлорк. Но не то, что работаешь, ты его давно сделал, но собираешься сделать Дошлорк 2.0. 2.0. 2.0? 2.0. Ага. 0.21. 2.0. Девнул. Как, над чем вы сейчас работаете вообще? Двигаете ли процесс? На чем вы, Хаваш, сейчас работаете? Не, на данный момент сейчас абсолютно верно Яхья говорит, вы Хаваш, потому что сейчас просто такой момент, что я сам еще Ну, как, я сейчас чуть-чуточку на паузу поставил Дошлорк, потому что... Пока у нас эфир идет, да? Нет. До этого я собирал команду. То есть я, когда впервые Дошлорк делал, думал, что справлюсь сам. Вроде тогда справился сам. В этот раз было сложно, мне так казалось. И в итоге собрали команду. Команда офигенных фронтендеров. То есть очень крутых. У нас в команде был и project менеджер, и фронтендер, и тестировщик. Это было после объявления? Да. Осман у нас, ну, короче, некоторые знают тут. Это ты все был? А? Нет, к счастью. Команда, где все Хаваш везде. И все идеально было, просто там такой момент, что
я понял, что физически, короче, сложно справляться с большим объемом работы. То есть приходилось мне и как дизайнеру, как программисту, как еще, алейкум ассалам ва баракату, как и остальным работать. И плюс еще приходилось код-ревьювить ребят, и еще на них задачу ставить. А это было очень сложно. В итоге я такой подумал, блин, лучше я Project менеджер же не ставил задачу. ставил, Project ставил. Нет, он тоже делал свою работу, просто было сложно вести весь этот процесс. А я хочу, иншаллах, если у меня получится, к январю уже хотя бы что-то, какую-то версию запустить, полностью переписанную. Вот. Так что Так команда в итоге разошлась или что? Или... пока я один работаю. Ну, А другие куда делись, которые относительно. А? активно работают? Другие куда делись? Я и говорю, пока на паузу, я не знаю, как это Ты же назвать. сказал, что была активная разработка, что кидали pull-реквесты. Нет, активная разработка была, pull-реквесты кидали, но, я же говорю, физически со всем этим справляться было сложно. Ну, смотри, ты делаешь работу, условно, там, делаешь какой-то раздел. Не, я понял. Да, и Чё видишь, как сложно, ребята там тоже стараются, тоже пишут там код, что-то делают, и они тоже ждут свою работу, потому что и процесс их блочится. И все это смешивать и работать параллельно оказалось сложно. Короче, проще оказалось, если я, например, возьму и сам сделаю все эти задачи. То есть я... Короче, ты не шла сказал, активная разработка. Да, активная разработка шла, и пока ты не заметил, что месяц ты один все это делаешь. Ну, скорее всего, наверное, так. Так. Это из Сейчас рофла, что ли, у им... нас? Да. Ты сейчас им сказал как бы отбой. Короче, команды уже нет? Или они ждут Прям на своей 100% команды? вряд ли отбой, на 100% вряд ли отбой, но пока короче, они я вот... наготове. Ну, нет, ну, короче, я не хочу, что вообще, типа, обрывать контакты с ними, потому что ребята очень крутые. Но пока вот я решил сам добить, потому что я понял, что я быстрее так справляюсь, если я сам это все сделаю. А потом уже, когда я пойму, что вроде ок, самый главный функционал реализован, тогда уже, думаю, Чего можно ждать? будет. Самое главное, наверное, ждать, это то, что будет уже не 14 тысяч слов, а все слова, которые есть во всех наших ингушских словарях, и поиск будет намного умней, чем он был, чем он есть Приложение не сейчас. Будет, иншалла, тоже будет. На Android, на iOS, не знаю, когда. Может, попозже. Не на Huawei. Flutter, что ли? М? Не на Flutter? Huawei будет. Нет, я... Кстати, я сейчас Муслим и Яхья, скорее всего, отключатся. Я, короче, решил, что Голанг недостаточно хорош, чтобы он должен был быть на Дошлорге. Или... Только PHP, Халаш, только PHP. Не, на самом А деле, это- Голанг... А? И ты на чем решил это писать? На PHP? На самом деле, нет, перед тем, как меня сейчас начнут атаковывать гошники, я скажу, что Голанг очень крутой язык. Это очень крутой язык. Круче, чем даже JavaScript. Но То есть сразу. недостаточно крут для дошлорга. Слишком хорош. Скажем так, что Дошлорг, скорее всего, Дошлоргу он не подходит по той причине, что... Ты не знаешь Go. Ну, наверное, и это тоже. Хотя в целом я там уже сделал 2 функционала, то есть на пользователей, на книги, но процесс разработки на Голанге, он в 5 раз, наверное, сложнее по длительности, чем, например, на том же, на JavaScript, TypeScript. То есть я намного больше успевал сделать, чем если бы я на Голанге делал. А это на время очень сильно давило. Короче, так, это Дошлорг, это еще пока обсуждать, мне кажется, довольно-таки сыр, наверное, сейчас, потому что я лишь только на словах сейчас могу что-то конкретно... А ты не Главное, ты можешь что сказать, да, какая там посещаемость у тебя была? Ты же, наверное, отслеживаешь какие-то метрики. Ну, в целом, посещаемость сейчас на данный момент, когда я заметил, что именно когда люди уходят на учебу, то есть это в основном, наверное, школьники, студенты, активность сильно увеличивается, там 1200, 1500, по 2000, может быть. Когда наступает там 2000 четверг, чего? пользователей Или день. месяц? В день. В день?
Хорошо. Да. Когда наступает четверг, пятница, суббота, воскресенье, я сразу же вижу, как активность сильно начинает падать, там до 800, до 700 падать. И вот такое вот происходит. Но 2000 это прям вот, я не знаю, там что-то сверхъестественное должно произойти, чтобы в день было. Вот. Но сейчас самое главное, что я хочу реализовать, опять же, дал Андрей, если это мне получится сделать, это та проблема, с которой я каждый день сталкиваюсь. Это когда я Жениться? хочу... Когда я хочу понять, я сейчас дальше продолжу, чтобы мне эту тему не раскручивали. Когда я хочу понять, как то или иное слово пишется и переводится, мне не у кого это спросить. То есть, условно, я вчера задался вопросом, типа, как правильно? Я-хам-е Выйдешь за меня. или да-хам-да? И нигде об этом ничего не говорится. Нигде. Акечи яхам. Ну или акечли да-ам. То есть, как правильно? Реально, как правильно? Дошлоргу нужен отдельный дошлорг, видимо. Скорее всего, скорее всего. Вот, и я хочу сделать, чтобы был раздел, где люди вот с нуля все изучили. Вот и весь ингушский язык, чтобы они сели и не искали информацию там на Гугле, Яндексе, где-то там в ВКонтакте, в каких-то местах там у родственников, чтобы не спрашивали. Просто зашли в раздел обучения и с нуля, до самого там, я не знаю, условно, дошли до ингушского языка, чтобы прям нормально владеть. Но на это нужно очень много времени, сил и, как я понимаю, денег. Но Ну, учитывая, если все-таки наберется какая-то большая популярность у дошлорга, по итогу у тебя будет возможность самому решать, какое именно правописание там надо будет использовать, потому что все будут обращаться к тебе, Ну, не а факт, не какого-то факт, другого источника уже и не будет, наверное. не факт. Я бы хотел бы этот момент исключить, чтобы, ну, условно были люди, которым, ну, скажем так, другие люди доверяют, как авторитеты в плане ингушского языка, и чтобы они могли, например, подтвердить, что тот материал, который есть в дошлорге, он на самом деле нормальный. То есть, опять же, все идет к тому, что нужно таких людей найти, и, там, платить, а у меня пока ничего нету, даже зарплаты. а это коммерческий Даже проект собственно. вообще в целом? А? Даже собственный. Что? Это коммерческий проект вообще, сам по себе Тушлург, или социальный? Ну, он по-любому будет коммерческим. Я думаю, на альтруизме дальше двигаться это бессмысленно. То есть ну, это круто, дошло вау, прикольно, что он бесплатный. Он на самом деле будет бесплатным, но там тоже будут свои фишки, которые не будут мешать пользователю, обычному пользоваться дошлоргом, но при этом будут приносить пользу. Типа дашкоины? Да. Кстати, блин, хорошая идея. Так, все, побежали делать. Все, выключаем стрим. Халаш, предлагаю плавно перейти на другую тему. У нас очень много тем. И давай сейчас к твоей теме какой-нибудь перейдем. Мне вот на самом деле... была? А? Это это не чья моя была, была? кстати говоря. Я протолкнул рекламу. Может быть, тут есть то, что нам всем было бы интересно. Мне кажется, кстати говоря, тем, кто нас, наверное, слушает, я не знаю, сколько там, 3 человека. 32. Моя семья, наверное, скорее всего, нас слушает. И если у вас есть какие-то интересные темы, которые вы хотели бы обсудить, вы можете их написать в чате. Если они сойдутся с теми темами, что есть у нас, мы их обсудим. Если нет, мы их не обсудим. Тут... Тема лохвиз. Как раз зашелся. Что вы думаете насчет самой наболевшей темы? Она меня на самом деле реально беспокоит. Это в целом YouTube. Ну, я понимаю, что это абсолютно все обсудили. И вообще интернет. Типа, идет ли все к тому, что мы в итоге, я не знаю, как в компьютерных клубах будем чисто на локальной сети сидеть и друг другу там писать, чтобы это никуда дальше не пошло. И сами мы не смогли никуда пойти в интернет. Но мне не кажется так. Есть ощущение, что вот это все
на убыль уйдет через какое-то время, когда напряжение спадет вообще в мире. Просто люди это уже образ жизни, часть жизни, интернет, коммуникация с внешним миром. И без этого, ну, когда люди уже к этому привыкли, у них это отобрать, мне кажется, это Ну, гиблое смотри, дело. опять же, возьмем пример в Китай. Там как бы свой интернет. Ну, Ну, там, Китай да. не совсем, наверное, правильно Китай брать, потому что Китай и с самого начала был внутренний интернет. Типа они никогда, насколько я знаю, Не, глобального интернета не были. А имели. у них YouTube был. Не Типа, знаю, насколько я слышал, они с самого начала, как существует вообще интернет, они внутри выросли. И у них численность людей сколько? 1,5 миллиарда, если брать. То есть Свой у мир. них этих людей, да, у них прям свое существование, у них нету ни ватсапов, у них все внутреннее. А Россия, она жила во внешнем мире буквально, потому что внутренне там особо никто ничем и не пользовался. Поэтому сейчас это более заметно. Это и я так вижу. Единственное, я думаю, все эти блокировки приводят к тому, что люди учатся пользоваться VPN, даже бабушки, дедушки, все пользуются VPN. И если раньше, допустим, когда Инстаграм заблокировали, аудитория российская резко урезалась, сейчас, когда уже буквально у каждого есть VPN, все возвращаются на эти площадки и Инстаграм, и Ютуб, и все остальное, где все заблокировано. Поэтому Мне тоже просто пользоваться будем, придется. да. А? Ну, Я говорю, не я только думаю, пользоваться, но и решать. поднимать свой VPN уже научились. Да. ну да, кстати говоря, даже те, кто вообще не разбирались в серверах, там VPN, VPS, и вот этих вот, сейчас неожиданно стали системными администраторами. По сути, В любом все эти случае. блокировки, да. Воха чекалит. Да, говори. По сути, эти блокировки ничего не дают. Если, конечно, не заблокируют все VPN-протоколы, полностью там кабель не обрубят, люди все равно будут как-то приспосабливаться и все равно как-то пользоваться. И все это приводит к тому, что сама цель этих блокировок, она не работает, но просто усложняется жизнь людей. Там скорость слабее, там тяжелее пользоваться, больше расходов, там нужно платить за VPN и так далее. Мгм. Ну, надеюсь, это что- страху. Сейчас если Рофл с айфона попробует. Не знаю, с Сумфунах эти ничего хорошего ждать. Лучше я промолчу, я вижу, как ты сдерживаешься. В Рутубе будем все сидеть, стримить. Кстати говоря, а почему не Рутуб? Почему Twitch? Потому что он ужасен, наверное. Я бы не сказал. Я скажу, что Рутуб довольно неплохая площадка. Ну ладно. Чисто провокационно закидываю сейчас тему. Что-то никто не реагирует. Рутуб, ну у нас же на Ютубе накопилось всего, материала много. Сообщество уже как-то прижилось к Ютубу и как-то... и пока мы точно не знаем, что все уже больше Ютубом вообще нереально будет пользоваться, пока мы это не знаем, я думаю, нет смысла отсюда уходить. Но вот сегодня, пример же, мы же на YouTube вышли, хотя он не работает нигде. У нас прекрасно получается. Да, кстати говоря, Люди- я сейчас и, кстати, просто количество... Да, когда у нас столько просмотров Да, было? я сейчас реально смотрю, у нас даже не было столько до блокировки. Так Это что, реально люди. Ну да. 30 человек. Может, это из Твича все. Там школьники в КС гамают, то есть там заглядывают. Кстати, а что у тебя случилось в итоге с твоим проектом? Касательно Сердало. Мне вот на самом деле, знаешь, что интересно? Я потенциально же планирую тоже дошлорк в этой же теме продвинуть.
бизнес-акселераторы, вот эта прочая тема. Просто посмотреть, стоит ли, если ты считаешь, что есть негативное какое-то мнение, и ты считаешь, что его не стоит рассказывать, окей. Но если есть какое-то мнение, было бы хорошо его услышать. Сердл, не Сердалу, а Сердл. А, Ну, я над ним работаю. И насчет акселератора, это вторая попытка моя зайти туда. Первая попытка была в первом потоке, когда еще тестовый поток был. Я тогда туда пришел с проектом, у нас с другом есть проект Marketplace Gozel. Мы туда зашли, и с самого начала как-то я скептически относился вообще ко всем акселераторам, к бизнес-тренингам и так далее. И через пару там занятий в связи с отсутствием времени, там проблемно было, и мы просто оттуда вышли. Но потом я услышал отзывы тех, кто прошел этот акселератор все-таки. У всех они были положительные. И у Яги, который не может вступить к нам сейчас в беседу. Я что-то ушел. Сейчас он пришел. А вот он. Нет. Да, и на второй поток как раз я там был со своим проектом. Потом Я на третий первый был поток. вроде, еще на второй. Да, по-моему, на первом был. Ну, у нас Сейчас первый... был. Не, там был до вас еще тестовый первый поток. Это как раз, когда мы там были с Гоузелом. Потом ваш поток, ну, официально первый был. А второй поток – это то, что я сейчас прошел. И сказать честно, мне было полезно. Много чего узнал. Было полезно очень выступать перед аудиторией, презентовать свой проект. Я считаю, что это самое полезное может быть. И вообще всех призываю учиться перед публикой. Это сколько длилось все? 3 месяца. 3 месяца. 3 месяца это туда должен приходить? много времени. Нет, это онлайн, во-первых, было. Ага. 2 раза в неделю ты созваниваешься. 1 раз у вас тренинг, и 2 раз у вас трекинг, созвон 1 на 1 с твоим тренером. И в целом много полезного получил. Но если ты придешь с хорошим проектом, прям перспективным, очень интересным, и хорошо пройдешь его, хорошо презентуешь, то есть шансы получить инвестиции. Там сейчас, я знаю, в начале года открывается или уже открылся фонд инвестиций, и они будут поддерживать самые такие интересные, перспективные IT-проекты. Поэтому я думаю, у тебя с дошлоргом как раз-таки там будет много шансов. Мне наоборот кажется. Потому что там намного меньше я могу предложить инвестору, чем ваши проекты. Те, кто не знает, те, кто не в курсе, там слушают нас и не понимают, о чем мы вообще говорим, у Берда и у Яхи есть свои проекты. У Берда есть 2 проекта. И, кстати говоря, у меня был вопрос, как ты успеваешь продвигать 2 проекта. У него есть проект Gozel и есть проект Serdal. Gozel, насколько я знаю, сейчас на этапе разработки, там тестирование, разработка, а Serdal уже вроде как даже работает, и там даже преподаватели есть, где преподаватели могут преподавать, и, соответственно, ученики будут приходить на занятия, обучаться на групповых занятиях онлайн, и за счет этого, скорее всего, идет какая-то тоже монетизация, как и преподам, так и Берду. Вот. А Gozel, насколько я знаю, это площадка для того, чтобы предоставлять... уточни, пожалуйста, это... Marketplace для ремесленников, для продавцов, которые что-то производят у нас в Ингушетии. Или маленькое производство, или там руками они что-то делают. В общем, для них тоже сейчас скоро, иншаллах, в течение недели хотим туда продавцов уже запустить. Прикольно. Вот, и такой вот момент. Те, кто не понимали, о чем вообще говорим. Я как тебе был? Ты поделись своим впечатлением.
Например, такое же впечатление, во-первых, полезно, что тебя заставляют делать вещи, которые ты сам бы не делал, это анализ рынка, это в целом по сомнению ставят твою идею, и ты вынужден доказывать, что она крутая. Не всегда это приятно, обычно неприятно, но тем не менее полезно со стороны посмотреть. Короче, такие вещи, которые ты знаешь, что они важные, но сам до них не доходишь, а тут тебе выделяют трекеры, которые заставляют тебя это делать. Во-вторых, и публичное выступление тоже хорошо. Еще из плюсов то, что они помогают с дизайном презентации и со структурой презентации. Это для меня минус был. Я хотел свой дизайн набросить, мне не дали. Я хотел сделать свой дизайн. Мы были рады, потому что нам на халяву это сделали. Ну и, короче, я не вижу, почему не участвовать, если есть проект действительно. Там есть еще, нет, Ахмад, другой проект, языковой там. Что я хотел сказать? Я не вижу причин не участвовать. То есть, грубо говоря, ничего не теряешь. Тем более это бесплатно. Что-то получаешь, да. Ну, я, скорее всего, попробую, иншалла. Получаешь много чего. Тут, короче, вопрос был. Мгм. Халберт. Я потом там плавно перейду на другую тему. Да, ничего, я просто хотел спросить, вы не знаете, когда это набор следующий? Скорее всего, акселератор, бизнес-акселератор, насколько я знаю, у нас в беседке скидывают информацию, когда вот набор бывает или что-то такое, и в любом случае, думаю, мы узнаем. Тут вопрос был в чате. Скорее всего, это такой довольно вот важный вопрос, но который мы никак не решаемся обсудить или вообще как-то к нему прийти. Возможно, да, Лэндали, он осуществится. Это касательно метапа. Это касательно метапа. Покажи вопрос. Так, сейчас поищу. Вроде его Ахмад задавал. Короче, задавали вопрос, когда будет метап. Потому что последний метап у нас касательно интернета был 2 года назад, да, если не ошибаюсь. Мы в Джайрахе, в Армхи проводили его, если мне память не подводит. И причем очень круто получилось. Очень круто. И тут есть человек, который связан с Армхи. И, возможно, если он не статичная картинка, и, возможно, он сможет подсказать, что вообще, как, есть ли такая возможность, разрешите ли вы, и вообще, что ты об этом думаешь? Разрешить. Там, наоборот, ждут в РМХ, что приедут айтишники, устроят мероприятие, готовы помочь, взять, даже помочь с расходами, короче. Им тоже понравилось мероприятие, короче, ждут. В тот раз фуршет будет? В тот раз нам помогал Исмаил Белхароев. Вот сейчас тоже он там работает, короче. Поэтому, если интернете сообщество готово поехать туда. Так, подожди, самый главный вопрос задали. А фуршет будет? Фуршет? Почему бы и нет? А вы берете сандвохшен. Ты это с надеждой сказал или ты утверждаешь? Утверждаю. Все тогда. Я думаю, все сообщество тогда придет. Ждите тысячи, сколько у нас здесь. Смотри, Срафл, вопрос. Условно, те, кто тоже не в курсе того, что мы обсуждаем, я быстренько расскажу, что мы раньше проводили. Мы в Армхи проводили метап, и нас очень хорошо встретили, нам предоставили площадку, мы там проводили, каждый выступал по своей теме, и кроме того, что мы там выступали, там сама обстановка и сам Армхи очень красивый, и это было прям офигенное место, особенно это было летом, когда самое красивое время это бывает. На этот раз я не знаю, насколько там будет красиво, тем более холодно там еще зимой. Ну, там сейчас трасса откроется горнолыжная, и как раз тоже будет нормально. Тоже красиво будет зимой, там еще красивее. Вот. Кто умеет кататься, покатается, кто не умеет, упадет. А люди, которые в нашем сообществе, которые захотят прийти, им какой-то там профиты, фишки, бонусы, что-то такое будет?
Ну, встретиться, там, не знаю, нетворкинг, встретиться с нами, Ага. получить что-то, узнать, интересное выступление послушать, ну и там, не знаю, дальше уже там, покатаются, там, пьют кофе и так далее. Мгм. Это все, это самое главное, что, мне кажется, айтишнику нужно. Ну, А что мы еще нужно сделать, должны чтобы продумать, Ибра да, захотел туда прийти? мероприятие. Само мероприятие нужно продумать полностью. Ага. А если, например, люди захотят прийти, они типа они же там, ну, я не знаю, сможем ли мы, если вообще будем делать, на несколько дней это провести. Наверное, это нужно тоже обсудить. Но если потенциально люди, ну, мероприятие будет на несколько дней, и, скорее всего, люди захотят тоже, наверное, арендовать там себе жилье, чтобы там остаться уже на следующий день. Такое тоже у вас предоставляется вроде как. Ну, арендовать можно. Мгм. Что-нибудь придумаем, скидку там и так далее, что-нибудь придумаем. Мгм. Все. Это пошло в запись, если что, из рофл. Мы тут как раз-таки темы проектов обсуждали и забыли упомянуть один очень классный проект, который я занимается. Хатова — это библиотека, аудиобиблиотека книг. Я И думаю, я, все, который в чате. И Бег, который не Вынесите смотрит. на экран сообщение. Я, который с каменным лицом сидит такой. Что ты говорил, мышление? Еще, знаешь, не просто он как бы обсуждает это, он еще вывел на главный экран. Но я вывел как закладку, чтобы не забыть и не пропустить эту тему. Что там, как, где вы сейчас? Альхамдулилlah. Двигаемся, планируем обновление. Команда большая. Короче, помимо Всевышнего, двигаемся потихоньку. Команда как у Халажа у тебя? Нет. У У него все адекватно, Да, мне самому не так много чего приходится делать, поэтому альхамдулилlah. А какие у вас ближайшие задачи, Яхья? Вот именно если брать Go. Го? Ну да, ну там же Пока бывает сейчас там не так направление. много. Но мы сейчас делаем сервис авторизации Мгм. отдельно. Короче, начали уже не то, что по сильной нужде, но по желанию, скажем так, выносить микросервисы. Сейчас будет сервис авторизации, потом, возможно, сервис нотификации тоже сделаем, чтобы не только, ну, пуши туда вынести и рассылки по боту. Ну, короче, по бэку там не так много работы новой. Деплой переделываем, чтобы он нормально работал. Вот, а по самому приложению там офлайн, поддержка офлайн работы — это наш основной вызов следующий, чтобы можно было слушать без интернета. Но это не так легко, и там много придется рефакторить самому приложению. Со спросом вы очень хорошо попали. Я просто знаю, что многие люди очень... Ну, вот ты сам это знаешь, очень много людей скачивают, приложение пользуются. Да, альхамдулилlah. Это самое главное. Там, когда ты уже нащупал этот спрос, развивать одно удовольствие. Да, согласен. А вопрос, на Flutter или разработано? Да, на Flutter. Я сейчас, в принципе, наверное, не вижу смысла что-то, какой-то свой проект делать не на Flutter, потому что придется два языка поддерживать и искать на два языка людей. Это, конечно, ну и сложно, и необоснованно, наверное. Ну да, абсолютно верно. Надеемся, в скором времени люди придумают что-то получше. И, наконец, тебе поборят Flutter не эту нравится, проблему с мультиплатформой. Ну, Надеюсь, все элементарно будут- зайти на этом Flutter количество вакансий, почему-то их несоизмеримо меньше. Я лично не знаю, по какой причине вообще Flutter не так популярен, и почему люди все-таки в итоге переходят на нативку, потому что Flutter обычно в любом случае остается как временное решение. В бигтехах как минимум точно.
Ну да, в какой-то степени. По сути, ты картинку людям отображаешь, а не нативные элементы. Это, мне кажется, одна из самых больших его проблем. Там еще пишут, стоит Надеюсь, ли все учить. люди... Чи- Что ты говоришь, Берт? Надеюсь, все вернутся в конечном итоге, вернутся к PHP, с чего и начинали. Там спрашивают, стоит ли учить Flutter, если перспектива, я бы советовал пообщаться с людьми, которые работают, там есть Flutter Muslim, например, чат, там пообщаться с братьями, но из примеров я знаю Flutter разработчиков с опытом года 4, которые сейчас учат Go. Ну и действительно, как сказал Муслим, наверное, вакансий не так много, к сожалению, особенно в крупных компаниях. Поэтому стоит все-таки это. Но хотя я сейчас... бы, чтобы у нас было гораздо больше Flutter разработчиков. А почему не React Native? Следующая тема. Нет, вот, не знаю, кстати говоря, говоря, вот сейчас следующая тема должна быть та, которая сейчас выводится. И я вот этого человека сейчас тоже забаню. Который внизу вот там эту тему выводится. можно до конца эфира оставить. Это искусственный интеллект выводит, он сам выбирает Хазат, какой же ты плохой человек. Ну что, Хаваш, закрой эту тему, чтобы не спрашивали. Да это сам Хаваш там с левой страницы задает. Знаешь, в надежде. Хотя бы так. Кстати... Ты просто дату назови, я уберу этот комментарий с экрана. Кстати, сейчас, по-моему, перейдем на другую тему. Касательно курсов. Что думаете? Вот у нас... Какие-нибудь курсы, что-нибудь планируется? Там погода, я не знаю. Условно, я сейчас заметил одну проблему у нас в Ингушетии. Учитывая перемены в тебе во внешности, я подумал о других курсах. Каких? Огромное спасибо, Эзров. Из-за этого не палю себя. Касательно курсов, связанных с обучающими по программированию. Типа в Ингушетии, которые есть. Не кажется ли вам, что у нас какая-то стагнация в плане того, что не то, что нету ничего такого, что может конкурировать там с другими курсами соседей или там московских, например, тех же, нету даже в целом даже малого развития? Или я ошибаюсь? Мне кажется, просто пик вот этой волны тренда, он пройден, и немножко вот так устаканилось все. И сейчас люди более осмысленно, избирательно подходят к выбору каких-то школ, курсов, когда раньше хватались за все, что вообще есть, а сейчас люди, вот, наверное, умеют уже искать, выбирать, или и сложились какие-то там топы, отзывы каких-то, ну, люди же успели за это время пройти местные какие-то курсы, и у кого-то хорошие эти отзывы, у других плохие, репутация сложилась. И, наверное, вот так все это сейчас на этом держится. Ибра вроде бы проходил курс у нас, да, в Магасе по ИБ. Да я один урок только посетил. В смысле, ты посчитал, что они недостойны, чтобы ты приходил, или как? Нет, там курс по информационной безопасности был, и на первом уроке нам показали различные способы взлома, условно. Там как внедрять XSS, там как через файл, вот это все. Ну, вот самые основные методы показали. А следующий урок это типа как вывести Hello World через HTML. Чего? Ну, HTML. Поэтому не мой уровень. Ну, то есть ничего интересного там не было? А? Ничего интересного не было, что ли? На первом уроке там очень интересно было. А дальше, я же говорю, типа просто не показали, что такое HTML. Ну, вот это потому, что ты опытный. Не знаю, хорошо.
Да вряд ли там кому-то что-то понравилось. Серьезно? Ну да. Но там на первом уроке все в недоумении были. Во-первых, кто не знает, там я снимал, там же написано было, что это информационная безопасность с нуля. Мгм. А там, оказывается, много каких-то знаний и так нужно было иметь там за плечами. Опять же, чтобы внедрять XSS, вот это все. Мне вообще кажется, что этот курс, вот условно, там выделили деньги людям, чтобы они написали курс. Но люди, которые не горят этим, скорее всего, вот они написали этот курс просто. Ну, на самом деле, я тоже над этим задумывался, особенно школа 21, которую в целом я бы мог бы и захейтить, и мог бы сказать, на самом деле, и хорошие вещи про нее. Потому что, короче, там я же Сама школа нормальная. Они же реально вкладываются. Нет, я не говорю, что она плохая. Я не говорил, что она плохая. Я просто к тому, что я там записывался как ученик. Я ради эксперимента решил, типа, посмотреть, насколько я смогу вообще осилить, даже учитывая, что я имею какой-то, может быть, и небольшой А опыт. тебе, когда ты пришел, тебе сказали, а ты нас не записываешь случайно? Нет, пока не сказали. И я решил попробовать себя в роли ученика в школе 21, посмотреть вообще, что получится. И, честно говоря, с таким впечатлением остался. Не скажу, что это хорошее впечатление или плохое, то есть такое Какое-то 50 на 50. непонятное. 50 на 50, потому что вроде бы тебе дают знания, вроде бы они бесплатные, но ты не можешь их понять, как бы ты ни старался. И максимум, что ты делаешь, это пытаешься зубрить все. И есть плюс, есть на самом деле плюс, это P2P. Это офигенная вещь в школе 21. Это, наверное, самый топ, который есть в школе 21. Это когда люди обмениваются знаниями друг с другом. И условно, была ситуация, когда я первый день в школе 21 я пришел. Я не буду все спойлерить, потому что, скорее всего, я потом, наверное, как-нибудь у себя потом отдельно напишу плюсы и минусы. Но был день, когда вот только начался, и я такой, «О, я крутой, я шарю во всем, я приду сюда, просто буду щелкать сейчас все задачки, типа, ну и заодно буду остальным помогать». Если бы это оказалось бы так, я бы, наверное, дальше бы не рассказывал бы эту всю историю, потому что в итоге человек, который не знает вообще, не то что он HTML, он не знает, что такое слово HTML. В итоге он мне помогал с тем, как решить, хотя бы он знает, с тем, как решить задачу, первую задачу из школы 21. Я не знал, как ее решить. И в итоге я первую задачу, решил, вторая задача там была, Поэтому ты не включаешь камеру. Нет. И вторая задача была, там, типа, нужно было числа как-то поправить и понять, что твой скрипт работает корректно. Тебе дают неправильный скрипт. Я сижу, я понял одну вещь. Опытным программистам там делать нечего, потому что они слишком углубляются в простые вещи. И в итоге ко мне подходит... Я сижу, я ничего не понимаю, как делать. Я туплю жестко. Я думаю, нереально, чтобы в первый день... Нереально. До последнего верю, что в первый день мне нужно сидеть и баш-скрипт поправлять. Я до последнего... Охранник подошел. Нет. Подошел какой-то сосед, который там был. Может быть, кстати, он был охранником. Почти так и было. Почти так и было. Я сижу... Вижу, что парень там с тетрадью ходит и всем подсказывает. Я понимаю, что я настолько колбасался, что я должен у него попросить этой помощи. Я ему говорю, типа, Хас, что ты там делаешь, ты можешь подсказать? Он говорит, да, говорит, ты вот эту задачу решал? Он говорит, решать, я сделал задачу. А фадиди звуч, он, короче, ажал, 1, 2, 3, 4, 5, я сделал. Так, я такой... В смысле, Ахас, 1, 2, 3, 4? Короче, просто 1, 2, 3, 4, 5. А что я сделал? Так это файлыч. Я такой, я вбиваю 1, 2, 3, 4, 5, и у меня скрипт отрабатывает. И я такой, да, и я такой, да не может быть, что в первый день человек, который вообще не разбирается, он не знает нормально, как компьютер включить, его заставляют баш-скрипт фиксить. И там дальше нужно баш-скрипт фиксить, и нужно было разобраться, тебе нужно было догадаться,
что в текстовом файле, оказывается, цикл 1, 2, 3, 4, 5 работает, и в файле должно быть 1, 2, 3, 4, 5. Я ему говорю, хуй у нас вообще, почему так нужно бы делать? Ты знаешь, почему ты... у него просто... И у него на листочке все ответы были написаны. Ты вообще разбираешься, Эхас? Ты знаешь, что это? Почему это так нужно делать? Просто, короче, в прошлом потоке хамурса, я тебе говорю, ответы же голубя, их потоке, охса. Ты понимаешь, что как бы с одной стороны круто, что люди получают знания, но с другой они не пытаются эти знания понять. Вот что меня пугает. Халаш, я тебе... Да. Алберта. Говори. Вот. Там, наверное, не все, это понятно, очевидно, что все не поймут. Какой-то процент проходит, отсеивается, там мизерный процент проходит. Но я в итоге отсеялся. Ты просто ожидал, что ты придешь и все решишь, типа, а там не совпали с твоими ожиданиями. Как говорил Аршавин, ваши ожидания, ваши проблемы. Он дизайнер моих халаш. Окей. Если ты просто ожидал, что ты там все решишь, я когда ходил на вот этот курс безопасности, тоже думал, что я со своим там 5-летним опытом тоже на изи буду щелкать вот эти задачи, которые они дают. Но на самом деле нет, приходилось там подсматривать. Я просто к тому, что материал, который там дают, он по уровню знаний не подходит абсолютно никак, 0, минус 0. Тем людям, которые приходят на то, чтобы изучить, получить знания в школе 21. Мне кажется, как-то порог вхождения нужно снизить. Так люди пусть и учатся справляться с сложностями. Часть работы айтишника. Я на самом деле, когда изначально школа 21 пришла в Ингушетию, точнее, должна была прийти, у меня знакомый учился в Москве в этой школе, и я помню задачи, которые он решал. Я думал, что не может быть, что они эти же задачи будут давать в Ингушетии. И с одной стороны, и скорее хорошо, что они все-таки не стали подстраивать, понижать планку и дали так же, как в Москве. Мы, я думаю, не глупее. И в итоге задача тот, кто не умрет, то станет сильнее. Так что оценивать с нашего уровня, нам сейчас, может быть, даже элементарно неохота погружаться там, и решать какие-то задачи, которые новичку будут интересны. То есть, мне кажется, с нашего сейчас прийти нам с тобой и оценивать эту школу с точки зрения ученика было бы не самое. Ну смотри. Требования хотя бы смотрели, какие там для поступающих? Нет, там, приходи, мы тебе дадим знания. Ты приходишь Нет никаких требований. Может быть, я не дочитал где-то, может быть, что-то мне лень было. Но я веду к тому, что Яхья говорит очень верную вещь, с одной стороны, что на самом деле правильно, что они не понижали планку, согласен, но нужно учитывать то, где ты будешь вот эту программу, вот эти уроки преподавать или потенциально вообще просто их отдавать на то, чтобы люди сами их изучали. И местная аудитория, которая к ним приходит на то, чтобы обучиться программированию, они элементарно со школьных времен не знали, как нормально пользоваться Word, не говоря о том, что есть вообще программирование. А учитывая московский уровень и учитывая ингушский уровень знаний, это на самом деле большая разница, довольно огромная. То есть мне все же кажется, что нужно понизить именно требования и вообще как бы поменять программу относительно именно ингушских программистов. Потому что если же мы будем завышать планку точно так же, как она будет в Москве, в Питере, и да, конечно, это круто, что типа мы не должны быть хуже там и то, но если мы будем вот так вот завышать, количество программистов потенциальных, которых могло бы появиться в Ингушетии, их будет в десятки раз меньше, чем если бы школа 21 понизила бы эту планку и обучала бы хотя бы самых простых азов там, именно программирования. Вот и к чему веду. Зато качество какое, в отличие от того там большого количества разработчиков, верстальщиков, так скажем, которые учили HTML, CSS, JavaScript, в сравнении с выходцами со школы 21, я думаю, это будет небо и земля разница.
Ну, и знакомых у меня в школе 21 тоже немало есть. И в целом я иногда даже вижу их родмапу, которую они там проходят. И в целом ветки, там типа на ветки у них делятся задания. Я вижу некоторые ветки, и меня самого загорается энтузиазм посмотреть, что именно у них там есть, и типа самому обучиться именно по заданиям, которые они там дают. В целом, возможно, вначале для тех людей, которые туда приходят первый раз, это реально сложно, но надо учитывать, что у людей там не одна попытка прийти туда, насколько я знаю. Вот ты говорил про человека, который пришел туда один раз, ну и потом через время он вернулся туда второй раз, став сильнее, так скажем. И тем самым у человека может несколько попыток просто пройти и по итогу оказаться там на основном обучении, которое, я не знаю, насколько я знаю, оно там чуть другое. А вот этот вот бассейн, они изначально сами заявляли, что он длится 26 дней, что там надо пахать как лошадь, что это реально будет сложно, насколько я знаю. Поэтому я думаю, что просто нужно будет какое-то время людям, чтобы они свыклись. В целом, в начале, насколько я знаю, там поток был большой, а вы, наверное, сейчас в комментариях подскажут, как много людей там сейчас, я не знаю, честно говоря. Ну, надеюсь, что это так. Мне на самом деле понравился именно, как я сказал, P2P. Вот это на самом деле очень круто там, потому что это прям сильно тебе позволяет бустануться в плане знаний. Может быть, тебе никто не объясняет это, но есть и плюс, что ты сам пытаешься выйти из ситуации. Я не знаю, насколько это действенный способ, не могу за него ничего говорить, типа хорошо или плохо. Наверное, такое сомнительное мнение даже. Но кому-то это помогает. Опять же, у каждого свой подход. У нас в целом просто база очень слабая. В школах информатики нет. Просто люди на входе абсолютно... Ну, я не имею в виду тебя, Хваш, но вообще в целом... Подожди, что я упустил? Просто чат читал. Что ты говорил? Я говорю, в целом база у нас слабая, люди на входе неподготовленные. Спасибо. Баш, это, как я понимаю, это школьная программа, скорее всего. Баш, не баш. Насколько я, не знаю, насколько школьная программа баш, конечно. Ну, в школе по-хорошему проходят какие-то основы каких-то языков. Там, не знаю, C, какие там сейчас бывают. Не. У нас их не проходит. Я когда поступал в университет, на первом курсе, когда я просто умел включить компьютер и запустить Counter-Strike, это все мои знания были. Мои однокурсники, у них какие-то базы были по программированию. Они их получили в школе. На самом деле в школах дают. У нас просто проблемы с преподавателями, у нас этой базы нет. В нормальных школах, в регионах, в крупных городах, там база бывает сильной. Ну, возможно, кстати говоря, и желание. Желание именно того, кто хочет обучаться этому всему. То есть, если он загорелся, заинтересован, возможно, хотя, опять же, наверное, есть примеры из этой школы 21, что через все эти трудности люди проходят и становятся крутыми программистами. Возможно. Надеюсь, что скоро мы увидим прям такие реальные кейсы. Понятно. Какую-нибудь другую тему давайте сейчас. Вы скажите, как вы отдыхаете от... Ну, мы все про компьютеры, айтишники, они же живые люди. Как вы отдыхаете от компьютера, от экранов? В Ингушетии не особо много выбора, где можно там отвлечься. Есть кому что посоветовать? Я играю в футбол, хожу в бане. Баня – это вообще тема. Не любитель, но бывал я там, но так, это на любителя. Когда не знаешь, как поддержать диалог со своим дедушкой. Когда дедушка что-то говорит, тебе нужно себе поддержать. Последний раз бывал. Сейчас они развились, там и не описать это словами, там нужно... А свинку ты там подцепил? Нет. Это не свинка, я просто потолстел. А на рыбалку, на травку продуктов ходит еще. Футбол
футбол, это, кстати говоря, тема. Я последний раз играл 2 года назад, когда я подвернул ногу. С тех пор больше не играл. Я вот тоже часто подворачиваю ногу. Я не знаю, что с этим делать, почему это происходит. Перестать. А я знаю, Ибра, это из-за того, что мы набрали вес ненужный. Да вот Там, это- кстати, хороший коммент про сварку. Мне кажется, Берт уже давно освоил сварку. Как минимум стол себе сварил. Да, кстати, тоже очень хороший способ отвлечься, какой-нибудь физический труд, вообще классно. Физический труд, там, на природе где-нибудь тут побегать по горам. На сноуборде в РМХ скоро. Ой, не надо нам рассказывать, Исраф, сноуборд уже 10 лет вы рассказываете, там, открою горнолыжный курорт, еще не помню, чтобы там полноценный сезон был горнолыжный. В 2013, нет, в 2023 был. А сейчас он не запустился еще? Трассы не запустили? Они почти всю трассу закончили снижать, короче. Вот они в И конце... потом все растаяло. А можно я закину самую интересную тему Давай. 2004 года? Давай. Отвечать честно, насколько повысились ваши доходы как IT-специалист? Сейчас же еще налог ввели какой-то новый, повысили точнее. Они сделали прогрессивную ставку, что раньше с 5 миллионов было 15%, а теперь с 2 или 2,5 15, а с 5 уже, по-моему, больше, 18 что ли. Насчет того, кстати, насколько повысились, может быть, стоило бы повторить нам опрос по зарплатам, который мы проводили 2 или 3 года назад, и узнали бы текущие зарплаты ингушских Кстати айтишников. говоря, ты же прикольную статью писал Но в про целом это. рост есть. Мне Ну, я кажется, плюс что 50 нет. сделал за год. Лично. Но ты за счет повышения скиллов сделал, а вообще на Да. тех же уровнях зарплат, мне кажется, на тех же уровнях остались. Нет, в крупных Просто компаниях индексируют, и исходя из рубля, и в целом они смотрят по рынку. То есть как в крупных компаниях обычно они анализируют конкурентов, и бывает у тебя твой грейд, например, там какой-то, и для такого грейда у них есть нижняя планка и верхняя планка. И если у тебя там, например, на нижней планке они провели анализ и поняли, что на рынке у этого грейда планка сместилась выше, то они тебе будут докидывать до минимальной планки. А так ты уже можешь, исходя из результатов работы, внутри этой планки повышаться. Ну, это у вас, наверное, не во всех же Ну, компаниях. получается, эти Не крупные во всех, компании, да. они же влияют в целом на рынок зарплат. Все же ориентируются на зарплаты в крупных компаниях. Если вы повышаете, то им остальным тоже приходится подтягиваться. Ну, возможно, но я думаю, там рынок в целом влияет друг на друга. Там нет такого, ну, может быть, нет, но не полностью, что крупные компании там диктуют, какие Они должны быть выглядят- зарплаты, а меньше. Не выглядит это Как? так, что вот все, что вот повышение зарплаты, как просто иллюзия того, что тебе ее повышают, учитывая, что... На фоне инфляции. Да, на фоне инфляции. То есть, Хорошо, что смотрите, есть хотя бы эта иллюзия. ну смотри, условно, возьмем 5 лет назад. Ну, например, у меня была зарплата, условно, 5 лет назад 100 тысяч. Инфляция довольно сильно поднялась за этот период времени, и те 100 тысяч, которые я получал тогда, учитывая сегодняшнюю инфляцию и повышение моей зарплаты, не сильно так сыграли роль в плане реального повышения дохода у меня, потому что по факту, учитывая эту инфляцию, я не особо много сейчас зарабатываю. Наверное, скорее всего, я зарабатываю те же там 105 тысяч. Ты можешь сказать, сколько ты зарабатываешь? 0 рублей. Я сейчас Он сказал безработный. 105 тысяч. Не, ну тут же как бы, во-первых, расти можно по-разному. Кто-то за эти 5 лет, может быть, не на 20-30% поднялся, а там в несколько раз. И, может быть, не только зарплаты своим каким-то дополнительным делом занялся. То есть можно ускоряться и обгонять, скажем так, инфляцию. Во-вторых, хорошо, что хотя бы такие повышения есть. А так, если брать общий рынок, наверное, вот я помню в 2016 году, когда я работал тестировщиком, у нас senior C# программисты получали 120 тысяч.
Это, наверное, нынешние сины, наверное, получают там... Сколько там получают? Чтобы Зашел не гуглить. палиться. Ну, типа от 350 и выше, скажем так. Ну, короче, да, в 2016, видимо, нынешние 350 стоили как 120 примерно. А не выглядит ли, что вот эта вся ситуация с IT-рынком вот сейчас, я не знаю, заметили ли вы это или нет, что очень-очень многие сейчас жалуются, что не могут найти работу. То есть как будто вот эта история про IT-пузырь, она все же выглядит как в целом как правдой, что... Ну, наверное, в эти вот подобных опросиках нужно исключать как минимум джунов, чтобы более объективно на это смотреть, потому что, наверное, это во всех профессиях так, что чтобы найти работу, нужен опыт, а опыт, чтобы получить, нужна работа. Я не думаю, что только в программировании это... потому что, допустим, когда я выходил на работу джуном, мне практически вообще ничего не пришлось сделать. Типа сами пришли, они сами мне написали и говорят, мы вот эту вот вакансию не можем долго закрыть, она реально джуновская, которую они недавно открыли, и вот типа за все это время я эту позицию джуна закрыл. Поэтому я тут не знаю, насколько объективно вот это вот все, потому что, опять-таки, кто-то там жалуется о том, что не хватает разработчиков на рынке, а кто-то ноет о том, что вот не получается найти работу. Поэтому тут основную роль наверняка играют вот эти вот начинающие программисты джуны, которых слишком много и которые особо компаниям не нужны на фоне вообще происходящего в мире, потому что развивать бизнес и вкладываться в джунов, которые в будущем должны будут расти куда-то там, это, наверное, не каждая компания сейчас готова вообще сделать, в принципе. И из-за этого уже, наверное, складывается вот это вот ощущение, что вот слишком много разработчиков и слишком мало вакансий. Я вот недавно помогал находить как раз-таки разработчиков, там даже не джуны были, а медлы. И что на фронтенде, что на бэкенде уровень разработчиков очень слабый был. Вот даже там приходили бэкендеры с опытом 5 лет, но это 5 лет там в одной компании условно. И вот это еще основная проблема PHP, почему он уступает там Golang. На PHP там все разделено на фреймворками, и там недостаточно знать PHP, ты просто знаешь какой-то определенный фреймворк. Но бэкэнд же он состоит из многих частей, там база данных, там, не знаю, очереди, не очереди. И вот они знают многое там внутри самого фреймворка. У нас была простая задача просто там сгруппировать записи нативным запросом SQL, и практически никто с этим не сталкивался. На всех собеседованиях, в которых я был, никто с этой задачей не справился. Единственное, кто справился, это вот как раз-таки, когда меня не было, я посоветовал одного разработчика, вот он решил эту задачу, но я не мог там присутствовать, грубо говоря. Вот. Единственный человек, который справился, это вот Микаил Азиев. На фронтенде тоже они хотели найти мидлового разработчика, и там, не знаю, порядка 20-30 собеседований провели. Кто-то просто ChatGPT подсматривал, кто-то практически ничего не знал. Вот, то есть сам уровень разработчиков тоже очень слабый. То есть если у тебя 5 лет там, или даже 3 года опыта разработки, то ты должен там много всего знать. А может, это накрученный был опыт? Не знаю. Вот кому-то просто попросили написать нативный запрос на SQL, просто накидай ему, говорят. Он, по сути, придумал свой SQL, типа логически там что-то разместил, и вот предоставил ответ. Такие моменты тоже были. Вот почему мы не используем ORM. Вот, да, это проблема как раз. Не, я вот сейчас вот я Golang буду хейтить. ORM. Я сейчас вспоминаю диалог, который я с ним вел, где я говорил, ORM фигня. ORM офигенная вещь. Офигенная вещь. Да, потому что благодаря ORM там спорное мнение, конечно, безусловно, но если ты хочешь быстро разработать продукт, вот прям очень быстро, ORM Ты топчик. высказываешь мнение фронтенд-разработчика. Почему? Вон сверху с тебя сидит чувак, который использует... Даже не ORM, а проблема Active Record, вот, который ты просто там используешь один класс, условно, на PHP, и этот класс умеет все, ты через него создаешь запросы. Вот Active Record – это реально проблема. Если ты там условно не знаешь нативный там SQL, он не даст, ты не сможешь написать как раз вот эти запросы. На Golang ты все пишешь там нативно, но там свои ORM тоже есть.
Вот на ORM нужно переходить как раз-таки, когда ты там уже знаешь хотя бы основу SQL. Там, Ты leverage, даже знаешь, я как понял, я в какой-то момент в Голанге начал использовать ORM, то есть я такой, типа, в целом мне этого хватает. И с Ильей, когда я вел диалог касательно ORM, я такой, блин, все-таки он прав, ORM, мне кажется, как бы он создает такую абстракцию, которую ты не знаешь, как там живет внутри, и что-то делает, но делает что-то. И ты не знаешь в дальнейшем, как это дебажить потенциально будет, если что-то возникнет специфичное. И я в итоге понял, что специфичных ситуаций, в моем случае, это минимальное количество может быть, которые могут возникнуть, когда мне нужно будет вручную прописать SQL-запрос, чем нежели просто написать там условно там book, стрелочка, там get, и все. И дальше ORM за меня самый простой запрос делает. А если мне нужно что-то более сложное, конечно, безусловно, тогда уже вручную писать SQL-запрос. Сейчас ORM тоже простые сложно запросы тебя GPT просит. Кстати, насчет ChatGPT, вот я в последнее время прям очень активно начал им пользоваться. Я даже про Google забыл. Все, что я раньше гуглил, я сейчас сразу же иду в ChatGPT. И это очень Заплатил полезно. платную версию. Нет, на бесплатный, мне бесплатно хватает. Прям я просто Откуда балдею от того, как он сильно помогает в работе и в разных делах. Но в то же время я замечаю, что он сильно-сильно делает меня ленивым. Раньше, если я какой-то текст где-то в интерфейсе нужно было составить, я думал сам над этим текстом, обдумывал, придумывал. Сейчас мне лень, я сразу же иду там за одним запросом быстро вынимаю то, что мне нужно, и беру. И с разработчиками нет этой проблемы. Вот, когда ты кодишь, тебе надо какую-то функцию написать, и ты спрашиваешь, ты сам не думаешь, ты не осмысливаешь ничего, просто спрашиваешь у GPT, он тебе кусками дает этот код, и ты так собираешь свой этот продукт. Проблем нет. Я вот недавно попробовал курсор, это GPT, считай, помощник, встроенный редактор. Я его использовал для задач, которые я не хотел думать, где просто я понимал, что надо сделать, но это надо просто сделать, и он очень сильно в этом помог, просто за тебя, грубо говоря, из твоей головы положил в редактор. И в этом Тоже плане самое. это очень четко. Если Если нужно надо что-то для- сложное, да, вот то, что, как ты сказал, то, что ты раньше в Гугле искал долго, то сейчас находишь одним запросом там, и он тебе это... Короче, вещи, которых ты не хотел бы сейчас разбираться и тратить, как бы освобождается время думать над тем. Но это приводит к тому, что ты не только смотришь вещи, в которых ты не хочешь разбираться, а вообще, в принципе, вся твоя работа вот приходит к тому, что ты понимаешь, я же могу это сделать там за 5 секунд, либо я могу потратить там 15 минут и сам это делаю. И этот соблазн, он все равно рано или поздно заставляет тебя обращаться в этот чат GPT, и ты за себя заставляешь все это делать. Мне кажется, это как с калькулятором. Вот раньше мы там все считали в уме, потом калькулятором стали. Это сэкономило время. Вот в маркетинге тоже чат GPT. Поэтому раньше использую. до калькулятора люди умнее были. Как вот. И ты это время, которое ты, эту энергию, которую ты не затратил на эти задачи, ты можешь на другое потратить, на что-то другое, о чем-то другом подумать. Например, куда поехать в отпуске. За Лорсу. Тоже На что еще через может ChatGPT. потратить, если работа выполняется вся твоя через и ChatGPT вообще не так хорош, чтобы вот так любую задачу ему отдавать, потому что если бы ему можно было отдать любую задачу, ему бы ее отдавали бы. Поэтому абсолютно Кстати, никакого мнения нет. он, знаете, очень хорош в чем? Любую ошибку, которую вы ловите где-нибудь в интерфейсе, вы просто скопируете эту ошибку, скинете туда, он тебе прям разложит все возможные варианты решения этой ошибки, и Да, он практически просто 99% там бывает решение правильно. Там интересно Разложите то, варианты, что ни одного человек- подходящего.
2 часа фиксил GPT, а потом за первым выдачей нашел на Stack Overflow. Так что бывает и такое, видимо. Да, потому что такое часто на самом-то деле бывает. Он иногда слишком глуп, и вот эта бесплатная версия 4O и 4O mini, разница там существенная на самом-то деле, потому что даже когда она переключается, ты уже наперед видишь, что вот ты уже используешь какую-то модель младшую, потому что ответы там реально разные. GPT больше подходит для каких-то примитивных вещей, которые ты уже 1000 раз написал, там вот этот вот JSON-чик разложить туда-сюда данные. Вот эту задачу можно отдать, потому что она максимально примитивная и вообще не занимает умственной нагрузки, и просто тебе лень этот код писать. Это то же самое, что в IDE-шках появился дополнение кода. Типа в какой-то момент, наверное, программисты тоже думали, что они начнут там перестанут вообще программисты никому не нужны, но по итогу это просто ускорило разработку, и тем самым мы получаем еще больше классных продуктов. Это я так вижу. Это знаешь, как история в Америке, где типа были чуваки, лудиты или как их звали, короче, которые восстали против машин промышленных, которые использовались, типа якобы, что они заменят людей. И вот там прям целый бунт у них там происходил. Вот, они типа думали, что скоро всех людей заменят машины. По факту, типа, оказалось так, что машины в итоге в промышленной сфере используются для того, чтобы облегчить работу людям. Вот Скорее в всего, то же Амазоне самое много же и- сотрудников из склада уволили, потому что наняли как раз-таки роботов. Тоже негодование было из-за этого. У вас на работе? Нет, в Амазоне. А, Но в Вот целом, всегда Амазоне ну, сейчас работаешь? мы живем. Ладно, но в целом просто сейчас требования к людям другие, типа навыки, которые требуются от разработчика, как мы сами видим, они растут, появление искусственного интеллекта опять будет повышать навыки. Но в целом я не думаю, что вот ИИ заменит программиста в первую очередь. Я вообще не знаю, почему этот холивар всегда поднимается. Вот складовщики, люди, которые выполняют какую-то несложную работу, примитивную, так скажем, вот у них намного больше шансов остаться без работы, чем у тех же программистов, если с этого начать. И в целом появление искусственного интеллекта просто повышает требования к людям, которые сегодня будут искать работу, потому что если искусственный интеллект забирает какую-то простую работу, то более сложная работа, на которую он еще, так скажем, не способен, в любом случае будет оставаться на человеке. Да, Рано или согласен. поздно поймут эту проблему и поймут, что лучше сначала самообучиться, а потом использовать искусственный интеллект. Просто пока что, наверное, не замечают эту проблему и все. Так же с калькуляторами было, как бы сказать. В общем, учитесь делать сварку. Она будет всегда востребована. не факт, не факт. Но Сварку роботы будут но это не Да, точно. не факт, знаете ли. Сварщики, вы там тоже особо не расслабляйтесь. А сможет ли робот сделать такой искусственный шов, как я и Яхш? Музыканты тоже думали, что музыку не напишут. Какие Вы художники. слышали новость, что плавно перехожу на другую тему. Слышали новость, что собираются заблокировать WhatsApp? Минусы будут. На самом деле я тоже считаю, что это плюс. Нет, там только одни плюсы. Я Кто очень надеюсь, что вообще, заблокируют. кто из присутствующих рад этой новости? Голосуем. Я не рад. Хаважи и Срохов Представь, что я меня ее поднял вижу. эту руку. Мы Я футбол не рад. в Те группе попадут в WhatsApp. Telegram, а его тоже заблокируют. Телеграм заблокируют? Ну, возможно. Когда ничего не останется, останется Telegram, и его тоже заблокируют. На Telegram прокси хотя бы есть встроенная. Переключился быстро и пошел Но дальше. Telegram вроде Мы бы уже- как сотрудничает с РФ. В отличие ЦРМ от ты сказал? WhatsApp. Паш? М? ЦРМ ты сказал? Да, с ЦРМом сотрудничает.
Сырым. Как это понимать, Халаш? Я уже давно Ибрагиму говорил. Ты знаешь, куда обращаться. Вообще, Вообще, ЦРМ. смотрю на нас, когда Халаш говорит, любой из нас может так подстраивать, ну, что вот так делать под речь Халажа, и будет казаться, что это говорит он, а не Халаш. То есть это Халаш, это наш шаблон. Офигеть, блин. Огромное спасибо. Я себе сейчас мог бы хорошо спать, лежать. А не вот эти вот шаблоны. Ну, Viber тоже заблокировали. Кто-нибудь пользовался Viber'ом? Как-то не дома. заметил блокировку. Вайбером российские бабушки пользуются, чтобы там открытки отправлять и так далее. Блин, я хотел сказать, Берт, а ты заметил блокировку? Вот этих бабушек они лишили этой возможности, короче. Но это израильская компания, поэтому пускай. Ну, это хорошо. В целом, мета, она же тоже бойкотная. WhatsApp тоже бойкотный получается. Так что, в принципе, есть повод для радости, в принципе. Бойкотный и заблокированный — это разные вещи. Но то, что его блокируют, как-то не особо Бойкот — огорчает. это по своему желанию. Ну да. Вижу, Так, очень садового. Мы уже немало сидим. Да, есть что сидеть дальше. веселой ноте, я думаю, уже нам пора уже понемногу. Нужно что-то вдохновляющее в конце. Мы же на молодую аудиторию вещаем. Там человек писал, Нужно что... как-то их мотивировать, как-то, там, не знаю, чем вы можете их мотивировать? Можете сказать, что у всех в этом чате зарплата 350 тысяч. Почему-то все молчат. Все, Не так низко платят. все, у кого зарплата больше 350 тысяч, молчат. Что-то даже расстроились. Я просто низкую планку назвал, да, всем стыдно. Как можно жить на 350 тысяч в месяц? 350 тысяч – это как 150 тысяч 5 лет назад. Так что это тоже… Сейчас обратно вернемся к той теме. к теме зарплат. Мгм. Кстати, напоследок, вообще, мы же как организаторы здесь собрались интернета. Предлагаю как-нибудь обсудить само сообщество, вообще, какие у нас планы, куда мы движемся. Может, Короткие кто-то в эффекты. комментариях может что-то посоветует. Как бы люди хотели, чтобы сообщество развивалось. Как что-то, какая-то площадка образовательная, где можно получать знания, как коммуникационная площадка, где просто люди общаются, обмениваются информацией, или площадка для каких-нибудь шоу развлекательных, не знаю. Ну, я бы, знаешь, что сказал, чтобы люди, которые в нашем сообществе находятся, тоже проявляли какую-то инициативу в плане не в том, что в чате просто общаться. Если кому-то действительно будет интересно что-то рассказать, потенциально, если у нас будет метап, да, Лэндри, и если кто-то захочет рассказать интересную тему, которая прям реально что-то такое, не прям уникальное на весь мир, но что-то действительно интересное, то у него будет такая возможность выступить в RMHI и рассказать с этой темой у нас в интернете на метапе. И не только это, то есть вообще попытаться какую-то инициативу проявлять, чтобы не только те, которые в этом созвоне находятся, но и другие тоже там свои какие-то мероприятия проводили, какие-то свои, я не знаю, там конкурсы проводили по IT, чтобы это движение было не с одной стороны всегда. Вот что бы хотелось бы. Будет интересно послушать человека, который после 350, там, 600 откликов нашел работу мечты.
То есть он не сдавался и нашел. Ну да, кстати говоря. Это ты про какого человека рисовал? Мне кажется, у меня есть такой знакомый. А, Вообще, в целом, хотелось бы понять, какую пользу сообщество приносит и что люди ожидают от него. Вот когда человек заходит в сообщество, для чего он туда заходит? Чтобы какие-то там полезные материалы найти или просто поболтать. Вот. Наверное, будет хорошо, если люди будут в комментариях сейчас или после трансляции под последней новостью в канале оставят комментарии, скажут, поделятся, посоветуют. Мне кажется, Есть ощущение, что небольшой тупик мы зашли. образовательную площадку, мне кажется, вряд ли захотят, а то их слишком много появилось, и очередной курсами, если мы станем. И то, мне кажется, больше всего люди хотят общаться друг с другом, чем-то обмениваться, вот таким сообществом, быть полезным друг другу. Ну, ждем. Стоит ли нам работать над популяризацией сообщества, завлекать еще людей? Или просто с текущей аудиторией уже пытаться там ее расшевелить и какую-то активность, не то чтобы развивать активность, хотя бы сохранять текущую активность? Так, я ушел. Всем ассаламу алейкум. Видимо, он куда-то спешит. Александр. Алейкум ассалам. Всё, баракат. Ты сейчас у аудитории-то спрашиваешь? И вообще, кто меня слышит? Кто-нибудь, если кто-нибудь меня слышит, я могу вам дать еду, пропитание. Вы есть сопротивление. 350. Ладно, я понял. Попробуй еще раз, Берт, попробуй еще раз. Я честно, я забыл, что я спросил. В общем, мне кажется, было хорошо сегодня. Но давно мы так не собирались. В любом случае, мне кажется, такой формат продолжать есть смысл. Если нет, то тоже пишите. И вообще насчет стримов тоже было бы хорошо, если бы люди советовали, какой тип стримов им больше заходит. Такой в неформальной обстановке, как когда собираются и болтают о чем-то. Или когда батлы проводят, или когда гостей каких-то зовут и с ними общаются. В общем, у вас есть что-то сказать? Есть. Кстати говоря, батла я вообще Кысяра или кстати. Я вообще два яхрас. Я хотел сказать, если есть кто-то, кто готов побатлиться по дизайну, просто можете тегать в чате дизайна. Да, сейчас подождем 5 минут. Может, кто-то тегнет. Потому что ни один что-то дизайнер не хочет вообще друг с другом батлиться. Почему-то, я не знаю, почему-то именно дизайнеры как-то не проявляют эту инициативу. Какая-то активность слабая, да, очень. Нет, я знаешь, как говорю, программисты, когда ты им говоришь, давайте побатлиться, ну, не я вообще в целом, го батл устроите там. А такие, да, конечно, окей, согласны. Но как только ты дизайнерам говоришь, типа, давайте вы побатлитесь, я не помню ни одного случая, где два дизайнера из нашего сообщества побатлились. Я знаю почему, потому что программисты обычно ненавидят друг друга. Вот заходите на любую площадку про айтишную, там хабр, не хабр, в комментариях всегда злые, всегда какие-то... А дизайнеры, конечно, прям вообще... А дизайнеры там, заходи на мою страницу, лайкни меня, вот, короче, там любовь, нежность, короче. В группе дизайнеров все друг друга хвалят, лайки ставят там. А мы, знаешь, мы не показываем. Мы как есть, мы такие, как есть. Мы ненавидим, значит ненавидим. У нас нет такого, что мы лайкаем, потому что надо лайкнуть.
Ну, Кстати, ладно, еще знаешь, вот хороший комментарий. Дизайн – дело субъективное. Бывает такое, что какой-нибудь более-менее опытный дизайнер что-то сделает, и его начинают критиковать люди, которые не разбираются в дизайне. Ему Скевоморфизме. от этого становится обидно. Может, просто люди не хотят слышать критику от людей, которые плохо в дизайне разбираются. Вот если бы, допустим, было жюри какое-то там из зрителей, из там сеньоров, арт-директоров из крупных компаний, тогда бы все с удовольствием шли бы на такие батлы. насчет батлов, надеюсь, вы помните, кто чемпион в этой сфере. Что? Учитывая, что вы с трудом дошли до первого места, с трудом причем. Победителей не судят. Да-да-да. Ауе. Холивар начинается, а мы отключаемся пока. Продолжим вне стрима. Все, наверное, да? Да, Да. я думаю, темы пока закончились. Хорошо пообщались. Аллах Рясхов всем, кто смотрел. Оставайтесь с нами. В следующий раз постараемся найти еще интересные темы. Все, Маснен Алла Рясхал Далях Тубох Калп Шуна весь сообщество и массонеры Боркал, что подключились. На самом деле было весело. Ну, ассаламу алейкум. Александр. Ну, это слава. На самом деле.